Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Согласно поданному заявлению указом исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба, первый вице-премьер Даур Аршпов освобожден от занимаемой должности. Согласно поданному рапорту, от занимаемой должности также освобожден начальник государственной службы охраны Отар Берзеня. Следующим указом исполняющим обязанности начальника ГСО Валерий Бганба назначил полковника Зураба Зантария. В последнее время в столице участились случаи отключения электроэнергии. Как сообщили в СОЭС, причиной этому увеличение нагрузок на электросети. Подробности в репортаже Алики Трапш. В результате нескольких кабельных повреждений на фидерах от подстанции Сухум-2 в ночь на 20 января центральная часть столицы осталась без энергоснабжения. Главной причиной аварии специалисты называют увеличение нагрузок на электросети. Нагрузки подросли в связи с этим. 3 силовых кабеля вышло со строя. От Сухум-1 28 фидер, питающий центр города. От РП-1 17 ввод от Сухум-1, питающий район вокзала. Одно повреждение это по релейной защите. Мы устранили, а второй по изоляторам. Проходные изоляторы опорные прошили, нам быстро удалось устранить. На момент нашей съемки сотрудники СОЭС занимались поисками еще одного повреждения на фидере, питающем район вокзала. Для этого они прибегли к помощи специальной лаборатории, где автоматически выявляется место повреждения кабеля. Чтобы снизить нагрузки на электросети, специалисты напоминают гражданам о необходимости экономии потребляемого электричества. Пользуясь случаем, хочу обратиться к населению города Сухум, столицы Абхазии, чтобы ненужные отопительные приборы или осветительные приборы по мере возможности отключать. Пока велись работы по ликвидации аварии, жители района вокзала не оставались без электричества. К ним электроэнергия поступала из соседнего фидера. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 20 января Верховный суд Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба, выслушав прения сторон и последнее слово подсудимых, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет объявлен 13 февраля. Сообщается на официальном сайте Верховного суда. Адвокаты подсудимых, представляющие интересы фигурантов дела, в своих выступлениях обращали внимание суда на отсутствие доказательств у стороны обвинения, аргументируя это тем, что обвинение построено на предположениях, и просили суд оправдать подзащитных. Государственное обвинение в лице представителей Генеральной прокуратуры, прокуроров судебного управления Эльви Хазириша и Надины Мукба в своих выступлениях привело доказательства обвинения по каждой статье, предъявленных фигурантам дела обвинения. В последнем слове подсудимые Астамур Дзидзари и Алхаз Дзидзари не признали свою вину в инкриминируемых им деяниях, а Арден Чантурия, Геннадий Блаб и Джумбер Авизба отказались от предоставленной им возможности для дачи показаний в стадии последнего слова. Жительница Сухума Ирина Доча была похищена в июле 2016 года с целью вымогательства 1,5 миллиона евро. По версии следствия, ее похищение совершили Геннадий Блаб, Варден Чантурия, Алхаз Дзидзари, Джумбер Авизба и Дмитрий Озган, который затем был убит в ноябре 2017 года. Убийство Озган, по мнению обвинения, было совершено братьями Алхасом и Астамуром Дзидзари. Мотивом преступления называют деньги, полученные от семьи Ирины Дочи. Похищенную Ирину Дочи держали в заложниках 44 дня. Затем ей удалось договориться с одним из преступников и сбежать. По версии следствия, все это время ее удерживали в разных местах: в Ачандаре, в домовладении семьи Дженя и у семьи Авицба в Калдахаре. 2 школы в селе Пакуа Чечимчирского района находятся на грани закрытия. Генеральная прокуратура по надзору за исполнением законодательства в сфере несовершеннолетних и молодежи выявила в учебных заведениях ряд технических проблем и постановила, что дальнейшее пребывание детей в школах небезопасно. Однако жители села не согласны с данным решением. Сарек Варасхеля продолжит тему. Пакуашская средняя школа имени Героя Абхазии Ивана Кацуба функционирует уже более 60 лет. Со дня своего основания школа рассчитана только на начальные классы. В данное время в учебном заведении учатся 15 детей. Генеральная прокуратура по надзору за исполнением законодательства в сфере несовершеннолетних и молодежи сейчас проводит работы по выявлению технических проблем в школах Ачимчирского района. В ходе проверок школы имени Кацуба был выявлен ряд нарушений, угрожающих жизни и здоровью учащихся. И поэтому
поэтому возник вопрос о закрытии учебного заведения. В ходе проверки было назначено исследование по строительству и архитектуре. Согласно заключению данного исследования, значит, были сделаны выводы, я вам их зачитаю, о том, что в ходе визуального обследования школы имени Кацба здание требует капитального ремонта или реконструкции, нахождение учеников в помещении без проведения ремонтно-строительных работ небезопасно для жизни и здоровья учащихся. Методы прокурорского реагирования, такие как представление, которое было направлено на имя исполняющего обязанности главы администрации Ачимчирского района. В самом представлении не было цели закрыть школу, а вот я вам сейчас пункты зачитаю буквально, чтобы внести ясность. Значит, прошу незамедлительно рассмотреть представление на совещании администрации Ачимчирского района, принять оперативные меры по устранению выявленных дефектов конструкции школ. На время проведения работ необходимо приостановить образовательный процесс в указанных учебных заведениях. Исполняющий обязанности главы администрации Ачимчирского района Геннадий Цвижба прибыл на данный объект и высказал свою точку зрения по поводу данной ситуации. Ара прокуратура қопур талқақ арцет ария школа арктупха, а школа уркыр ара вера арцевица усы жует, ара хотите квартара зцо уже аш ксавиныцха уйсара хатала сакшахат зам, ахы бамазара квакылым свазара риара шуксезичхаза хыбра, анчей хозара, ацара харкшаанза, ячхапха ус агуграхамов. Далее наша съемочная группа вместе с представителями Министерства просвещения, районной администрации и прокуратуры посетила еще одну Пакуашскую среднюю школу имени Киршала Чачхаля. В данной школе учатся 38 детей. Ситуация здесь тоже оставляет желать лучшего. По мнению заместителя министра просвещения Дмитрия Гварамия, многие сельские школы нуждаются в капитальном ремонте. Однако это не повод их закрывать. Прокуратура адаги يقوب أوسبر تقوى أرخيتكتورة بيرو جيز حزب يتيجي يا حبخب يتيجي يا حبشب أشارت رتقى يقو مامزر بارت شحبة زالا سينكاربا تشيكي يتصنع جوخشوك سرابخا يتصزر وجرانزا أجرمخزر وجو يعالرقنا أجو يبحرو وس يقو Убри елырганы цка специалиста прокуратура, вы прокуратуру, вы зигякоп, насхарай хахзидзаот, хучка кармыхиндасха, аха, илканы, и хархару, действительно, абри шартоп, ма ятахоза, крылок харкоп, вадакпак харкоп, арах хайнамлу, арах хайнымцо, шартарак, ухазарге, аха, зигякоп, ария школус яха ашаркно да школка хаясып амтабзиак қалап нас ария ремонтик харгылап. Жители села Пакуаш надеются, что капитальные работы все же будут проведены в скором времени. По их мнению, закрытие школ никак не будет способствовать сохранению и приумножению молодежи в селе. Сария Гварецхеля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. В связи с кончиной кандидата экономических наук, доцента, заведующего кафедрой экономической теории Абхазского государственного университета, заслуженного работника Высшей школы Республики Абхазия, члена-корреспондента Российской международной академии наук, кавалера ордена Ахтапша III степени Роя Михайловича Лагвилава, создана комиссия по организации похорон под председательством главы администрации Ачимчирского района Геннадия Цвижба. Прощальная церемония состоится 21 января в 14:30 в селе Жгиарда Ачимчирского района. 16 января Валерий Бганба подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Идриса Караусманоглы. О планах работы и перспективах развития спорта в Абхазии он рассказал в интервью нашим корреспондентам. Смотрите репортаж Эсмы Гуланзе. В октябре прошлого года Комитет по молодежной политике и Комитет по физической культуре и спорту были преобразованы в одно ведомство – Госкомитет по делам молодежи и спорту, который с недавнего времени возглавил Идрис Караусманоглы. По указу президента произошла реорганизация путем объединения. Теперь мы называемся, Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту.
Но основная концепция кардинально меняться не будет. Мы и раньше работали в сфере спорта и молодежной политики. Передо мной поставлена задача четкая, значит, наладить работу вновь созданного комитета, значит, создать условия для получения заработных плат и финансирования тех мероприятий, которые нами намечены на 2020 год. И сегодня мы занимаемся этим. Я думаю, что в течение недели мы закончим все согласования с профильными министерствами и ведомствами и приступим непосредственно к выполнению наших обязанностей. В планах ведомства продолжить работу по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Абхазии. А первостепенной задачей новый руководитель считает укрепление сотрудничества со всеми спортивными федерациями республики. У нас в ближайших планах, раньше того, чего не было, это мы будем заключать непосредственно договоры с общественными организациями. У нас федерации спортивные – это общественные организации. Мы будем с ними заключать, значит, тематические договоры, где будут прописаны все моменты, как мы будем с ними сотрудничать и как мы будем строить свою работу в дальнейшем. То, что касается молодежной политики, я сегодня провел, значит, совещание с молодежным сектором, с теми ребятами, которые сегодня занимаются молодежной политикой, попросил их, чтобы они, значит, все силы отдали на то, чтобы продолжить работу, которая была заложена до них. Они готовы это делать. В молодежной политике тоже много вопросов, которые надо будет решать. Одним из приоритетных направлений работы в комитете называют развитие в республике такого вида спорта, как футбол. В 2019 году впервые за послевоенное время был отменен чемпионат Абхазии по футболу. Идрис Караусмануглы выразил надежду, что если будет одобрена новая система финансирования, ситуация в футболе значительно улучшится. Вы знаете, что во всем мире футбол является самым популярным видом спорта, массовым видом спорта. В нашей республике нужно этому виду уделять достаточное внимание. Мы знаем, что у нас есть прекрасные спортсмены, и у нас появилась возможность выхода на международную арену. Вот есть такая лига, как Конифа. Несколько лет мы участвуем и даже стали по этой версии чемпионами мира. Что сделано на этот год? В первую очередь нам удалось в бюджете, значит, комитета предусмотреть финансовые средства на мероприятия, связанные с футболом. Насколько качественно нас будет финансировать, значит, профильное министерство исполнительной власти, настолько качественно мы сможем поработать. На данный момент бюджет комитета на 2020 год находится на стадии уточнения в кабинете министров Абхазии. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. В нашей стране немало достопримечательностей, одна из которых – Сухумский ботанический сад, где можно увидеть множество видов редких растений. Однако все они требуют специального ухода, особенно в зимний период. Как ухаживать за растениями и пополнилась ли в этом году коллекция Сухумского ботанического сада, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Столетняя бамбуковая аллея, секвойи, оранжереи с благоухающими цветами, кувшинки. В Сухумском ботаническом саду произрастают более 4000 видов растений. Из-за сложившейся теплой погоды многие из них зацвели на несколько недель раньше. Одно из таких растений – вечнозеленая камелия. Здесь можно полюбоваться разными сортами этого нежного цветка. Камелия особенно распространена в странах с субтропическим климатом. У нас свыше 30 сортов камелии. В этом году они на 2-3 недели раньше зацвели из-за теплой погоды. У нас есть с белыми цветками, с розовыми, с красными. В общем, большое разнообразие. В Сухумском ботаническом саду произрастает немало теплолюбивых растений. Специалисты накрывают их специальной материей, чтобы сохранить в зимний период, а некоторые переносятся в теплицы. Оберегают растения не только зимой, но и в другие времена года. Специалисты делают все необходимое, чтобы защитить растения от болезней и насекомых-вредителей. Кроме того, коллекция ботанического сада ежегодно пополняется различными новыми видами растений. Ежегодно увеличивается число таксонов. Мы по обмену получаем. Когда бываем на конференции, мы завозим семена, потом выращиваем их и сажаем на постоянное место.
Сухумский ботанический сад – один из старейших на Кавказе. Официальная дата его открытия – 1838 год. В первой половине XIX века лекарь Сухумского гарнизона Владислав Багриновский, обладавший обширными познаниями в области ботаники и садоводства, разбил возле своего дома сад. На него обратил внимание начальник укрепленной береговой линии генерал-лейтенант Николай Раевский. При его содействии с позволения императора Николая I сад был взят в казну, а с 1840 года перешел в ведение военного ведомства под названием Сухумкальский военный ботанический сад. Сначала под него было отведено около десятины земли, а сейчас территория Сухумского ботанического сада составляет более 30 гектаров. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В ночь на 19 января в селе Каман прошли крещенские купания, которые на протяжении последних лет проходят при участии и поддержке сотрудников МЧС. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. Крещенские купания в селе Каманы Сухумского района на протяжении последних лет традиционно проходят при участии и поддержке спасательного ведомства страны. Уже к 19 часам 18 января в районе источника Святого Василиска сотрудники МЧС развернули палатку для обогрева паломников с тепловой пушкой внутри, световую башню для освещения территории, аварийно-спасательную технику, а также медицинский автомобиль с дежурной группой медиков. Село Каманы – одно из наиболее посещаемых мест в праздник Богоявления. Сюда стекается большое количество православных не только из Абхазии, но и из-за пределов республики. И все они желают окунуться в крещенскую воду. По словам руководства спасательного ведомства страны, важно обеспечить спокойное и безопасное проведение торжества. Спасатели оказывают необходимое содействие как паломникам, так и представителям православной церкви. После купания можно обогреться в палатке, выпить горячего чая. Его также приготовили спасатели. По статистике МЧС, крещенские купания последних лет проходили без особых происшествий. Не было выявлено и случаев переохлаждения купающихся, в том числе и детей. Однако, по словам специалистов, купания в праздник Крещения противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких. Окунаться в крещенскую воду необходимо в подготовленном, соответственно оборудованном месте, где риск возникновения чрезвычайных ситуаций сведен к минимуму. И в завершении выпуска о погоде. Крещенские купания в селе Каманы Сухумского района. По информации Гидрометцентра, 21 января в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 1–4, днем 4–9 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.